Добрый вечер. В эфире телеканала ТНВ «Татарстан», ток-шоу «Точка опоры». В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех телезрителей. Еще раз напоминаю, что это экспертная площадка, где мы в ежедневном формате говорили. Сегодня завершаем говорить о ситуации с коронавирусом. Тему мы назвали сегодня так: «Ковид. Продолжение следует». Итак, цикл программ действительно мы заканчиваем, посвященных борьбе с коронавирусной инфекцией. Заканчиваем на неопределенный срок. Все-таки мы не уверены, что эта тема так и не будет в топе, наверное, самых обсуждаемых на протяжении еще длительного времени. Виной тому, наверное, поразительная живучесть и изобретательность вируса, даже в тех странах, где все делают вроде бы правильно и соблюдают антиковидные меры, и прививаются. Но вот в нашей стране во многом борьба идет в госпиталях за выживание, борьба идет тоже с переменным успехом. И победить инфекцию мы четко понимаем, что только силами врачей невозможно. Но вот сегодня хотим поговорить о том, далеко ли мы продвинулись в этой борьбе. Разговариваем об этом с нашими экспертами, которых я с удовольствием представляю. Впервые за это время на финальном аккорде нашей программы Михаил Владимирович Бурмистров, заместитель главного врача по медицинской части РКБ, доктор медицинских наук, профессор. Добрый вечер. Рада вас видеть. Ирина Эдуардовна Кравченко, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней Казанского государственного медицинского университета. Рада вас видеть. Добрый вечер. И с нами сегодня Александрина Фаткулина, заместитель главного врача по медицинской части поликлиники номер 7 города Казани. Здравствуйте. Я напоминаю всем нашим телезрителям, что мы, как всегда, работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 554 56 10, код Казани 843. Звоните, задавайте свои вопросы нашим экспертам. Также в прямом эфире нас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте, а также на YouTube. Ну и давайте начнем, уважаемые гости, эксперты, с нашего графика. Здесь много линий, посмотрим мы, конечно, на две. Да, график давайте мы ждем. Это среднесуточное число умерших в России, начиная с 2010 года. Вот все линии внизу. Ну, это годы 2010, 2011, 2012 и так далее, так вплоть до 2019 года, да. Я предлагаю посмотреть на вот эту розовую линию. Это год 2020. Мы здесь видим и первую волну, да, и вторую волну с вами. Вот эта коричневая линия, год 2021. Мы видим, насколько выросла досмертность по сравнению с летом прошлого года. Мы видим, с какой рекордной смертности мы начинали, что третья волна по смертности превосходит и лето прошлого года. Вот здесь вот у нас, конечно, действительно туманное будущее, потому что год не закончен, и мы не понимаем, что будет дальше. Вот когда вы смотрите на этот график, какие мысли у вас возникают, Михаил Владимирович? Вы один из тех, кто у истоков ковидного госпиталя стоял с первых дней. Да, я руководил госпиталем в первую волну, начиная с апреля по сентябрь. Тогда высокую смертность можно было, конечно, объяснить, во-первых, тем, что просто не было лекарств, которые помогают, например, сейчас многим пациентам. Не было понимания течения этой болезни, прогнозов в принципе не было. И к нам попадал в огромных количествах именно тот контингент пациентов наиболее уязвимых. Это пожилого возраста, старческого возраста, где летальность была максимальной. И, конечно, при отсутствии должной терапии, вакцинации, тогда даже и не думали о том, что вакцины появятся в обозримом будущем, были просто надежды, перспективы, что работы начались. Вот. И то, что в 2020 году вот эта розовая линия, она зашкаливает на сегодняшний день на этом графике, это вполне объяснимо. А вот то, что в 2021 году, я вот вижу эту коричневую линию, что в принципе мы недалеко продвинулись по показателям смертности с 2020 годом, можно, конечно, объяснить рядом причин, к сожалению, удручающих. Вирус изменился, это все знают, факт очевидный, он мутировал и не один раз. Он стал намного злее и намного агрессивнее, это понятно. Но при том, что появилось большое количество лекарств, которые помогают нам в борьбе с коронавирусной инфекцией, плюс вакцинация, цифра по летальности удручающая, которая добавила еще то, что стали умирать молодые. Если в 2020 году, Ирина Эдуардовна не даст вот мне, наверное, солгать, это был удел в основном пациентов старше 60 лет, с большим количеством сопутствующих заболеваний. Сейчас возрастная группа 40-60 лет, это стало такая же уязвимая, как и группа старше 60 лет. И вот я сейчас ехал на вашу передачу, мне пришло подряд вот 3 смс-ки от знакомых с просьбой помочь, положить, проконтролировать. Молодые люди, 23, 35, 38 лет, в тяжелом состоянии поступили к нам в госпиталь. Буквально сейчас, вот от моих знакомых. В тяжелом состоянии, с неизвестным прогнозом и перспективами. Вот в эту лепту смертности очень сильно, конечно, в этом году вошли именно молодые пациенты. Потому что вирус стал агрессивнее. Вирус стал агрессивнее, да. Этим можно объяснить, вирус стал агрессивнее, инкубационный период сократился,
период от начала заболевания до цитокинного шторма, то есть когда наступает кризис и когда возникает угроза смерти пациента, тоже сократился с 10 дней практически до 5-6. Вот эти все факторы, в общем-то, и определили ту теперь возрастную группу больных уязвимых, теперь не старше 60, но я бы сказал от 40 лет и выше точно. То Но есть уже- зона риска 40 Уже плюс. от 40 выше, да, даже без наличия сопутствующей патологии, и в зоне от 20 до 40 лет риски увеличились в разы погибнуть, даже без наличия сопутствующих заболеваний. Ирина Эдуардовна, как бы вы? Я полностью согласна с мнением коллеги, но вот хочу сказать, что да, пока еще смертность по сравнению с 2020 годом есть надежда, что она будет ниже, но вот правильно вовлекаются более молодые группы населения, но если проанализировать в отношении вакцинации, эти группы населения наиболее не мотивированы, в принципе, к проведению вакцинопрофилактики. Если взять пожилых, то практически большая часть из них привилась. И вот, наверное, все-таки вот эта негативная тенденция подъема заболеваемости, особенно вот тяжелых форм, которые вот как раз диагностируются значит, у молодых больных, связаны с тем, что они не вакцинированы. И вот как бы, когда мы смотрим этих больных, мы, конечно, всегда интересуемся, проходил ли он вакцинацию или нет. В большей части мы встречаемся с единичными случаями попадания вакцинированных к нам в госпиталь, и обычно у них более такое легкое течение. И, конечно, все тяжелые больные, это прежде всего больные не вакцинированные. И если ситуация по вакцинации сейчас не изменится, есть риск того, что показатели смертности могут к концу года тоже вырасти. Александра Ринатовна на одной из программ говорила, что молодые, та самая группа риска, приходит к ним уже в достаточно тяжелом состоянии, напичканные антибиотиками, гормональными препаратами, и фактически вот потом попадают уже к вам туда, дальше. Я правильно понимаю? Да, когда это вот вы смотрите в на этот основном график? это позднее обращение, особенно это молодых касается, да, возрастной диапазон это 20-30 лет. Ну, к сожалению, это так. Позднее обращение, и потом они попадают на госпитализацию в И стационар. отсутствие прививок. Да, это самое печальное на данный момент, что они не вакцинируются. В основном это вакцинируются лица от 50 лет. Чаще всего. То есть еще с определенной той вот закалкой, когда мы всегда вакцинировались, это было нормой, мы никогда не обсуждали эту вакцину, никто не знал толком названия этих вакцин. То есть понимали только от каких болезней. Я не говорю о производителях. Какой процент привитых, Михаил Владимирович, вот, условно попадает в ковидный госпиталь, и какой процент в Из общей реанимации? статистики по Российской Федерации сейчас цифра официальная привитых около 30% в течение года, когда появились первые вакцины. Если по количеству тех, кто попадает в госпиталь, вот на сегодняшний день в нашем госпитале лежит около 5 или 6 человек, но все они в легкой форме болеют, и все без кислорода, и никто из них до реанимации не дошел, тем более не умер. Ну, примерно так вот 2-3 человека могут в целом лежать, то есть я не говорю, что каждый день поступает. Но вот на сегодняшний день из 306 человек, которые лежат в нашем госпитале, это утренняя статистика, 5 человек привитые в легкой форме, которые просто под наблюдением находятся, ну мало ли что будет, непредсказуемое течение на фоне прививки, а 301 это средней тяжести тяжелые пациенты. Разброс от 21 года до 90 лет. Ирина Эдуардовна, у вас? У нас та же Какой? самая картина. Я уже говорила, что у нас очень мало непривитых, которые госпитализируются, и очень мало привитых, которые госпитализируются, и почти все непривитые. И очень печально бывает заходить в палату, видеть тяжелого больного, спрашивать, почему вы не привились, а вот не знал, что так тяжело будет протекать заболевание. Ну, люди должны на самом деле верить, доверять медицинским работникам, слышать то, что мы говорим с этой трибуны и вообще по всем средствам массовой информации, и в конце концов задуматься, поберечь себя, предупредить возможные неблагоприятные риски этого заболевания. И, в принципе, это спасение для общества в целом. Ведь в России достаточно низкий уровень привитости. Уже сказали, что 30%. Если мы возьмем страны Европы и даже Соединенные Штаты Америки, там ведь 70-80%. Мы в аутсайдер конкретно. Непонятно, почему В мы той так красной зоне. отстаем. Это все последствия. Хорошо, об этом мы поговорим сразу после рекламы, не переключайтесь.
Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ «Татарстан». Сегодня обсуждаем ковид. Продолжение следует. И вот остановились на такой теме, что очень много непривитых, и точнее больше процент, 95-97% непривитых оказываются в ковидных госпиталях. Примерно такая, я думаю, статистика. Что сейчас происходит? Вот на данный момент, если мы говорим сейчас о финальной точке в этой программе, на каком этапе мы сейчас? Что это у нас? Третья, четвертая? Куда мы? Вы имеете в виду, Что, рост идет? какая Что идет? волна? Какая ситуация сейчас? Мне, знаете, не нравится терминология «волна». А что? Это инфекция, во-первых, всесезонная. Она имеет диапазон температурный от минус 40 до плюс 40. Мы ведь все надеялись, что будет зима. Сезонность. Да, и как грипп она уйдет, будет жара, как в Израиле, и мы прекратим видеть эту инфекцию. Этого не случилось. Вот эти всплески и падения зависят вообще-то от миграционных передвижений населения. Уехали за рубеж, отдохнуть чуть-чуть спало. Вот сейчас все возвращаются, естественный прирост, массовая скученность населения идет. Это на фоне непривитости тотальной. Поэтому это не волна, это как бы вот такое вот пологое, небольшое снижение, повышение. Но инфекция идет в течение года, она не прекращается. В это время вирус постоянно мутирует, становится злокачественней. Извините за такой термин, но нет вот этой вот пиков. Раз, скачок, раз и до нуля упало. И не Но будет. сейчас 17 сентября просто. С 1 сентября сформировались коллективы школьные, о которых мы тоже уже говорили. Мы уже можем говорить о том, что ощущается рост какой-то. Насколько заполненность госпиталя сегодня? Ну вот наш госпиталь забит, на 200 койках больше 300 уже лежит. У нас тоже есть проблемы с госпитализацией. Мы чувствуем повышение потока, увеличение потока больных буквально за последние дни. Вот это говорит о том, что идет серьезный рост заболеваемости. Вы сказали о том, что действительно скучность, определенное население. В сентябре люди вернулись в коллективы, очень близкий контакт в школах, в учебных заведениях. Это способствует передаче инфекции. Сейчас мы находимся в сентябре, еще впереди октябрь, более холодные времена года. И вот в эти холодные времена года типично подъем вообще респираторных инфекций, любых, кроме ковида. Ковид тут не будет исключением. Но еще один момент, что на фоне ковида могут присоединяться и другие вирусные инфекции, которые могут усугублять течение вот этого заболевания. Вот это самое такое неблагоприятное. Поликлиники что ощущают? В нашем звене отмечается вот в течение этой недели прирост вызовов. Резкий скачок вообще Резкий вот именно за скачок, последнюю да, неделю. действительно. За последнюю неделю резкий За скачок. последнюю неделю резкий Резкий скачок, скачок. качественный резкий скачок, не просто на 10-15%, Инкубационный период до 2 недель. да, Вот как да. раз Ну, мы тогда, получили, когда да, то вернулись в коллективы, да, вернулись из отпусков, ну, вот это закономерная ситуация. Знаете, вот такая, очень часто говорят, ковид – это такая модная болезнь, о которой то и дело все говорят, и мы тут и об этой болезни преувеличиваем, почему не говорить о других болезнях, которые, в общем-то, никуда не делись. Мне кажется, если мы сегодня стали говорить с вами о других болезнях, нас бы обвинили в том, что мы замалчиваем эту тему. Вот почему мы так много, так часто говорим о ковиде? Насколько это говорит о серьезности процесса? Я вот считаю, что демографическая угроза обществу налицо и экономическая, которая тянет за собой потери самого дорогого, что у нас есть, это наши люди. Дело все в том, что ковид, он не просто сам по себе уносит жизни и здоровье людей, он ведь еще идет потом, как последствие. Люди выходили из ковида с легочными проблемами. Это инвалиды, те, кто имел большое поражение, да, обширное легких. Резко подскочила смертность от неврологических заболеваний постковидным, напрямую связанные с ковидом, то есть полинейропатии. Вот по статистике последней смерть от неврологических заболеваний, связанных с ковидом, выросла ровно в 2 раза. Такого не было никогда. Если взять общую статистику по смертности, то ковид вытеснил травматизм, то есть это была одна из основных причин смертности населения, отодвинув его на 5-е место. И сейчас занимает 3-е место после болезней систем кровообращения и онкологических заболеваний. Причем между онкологией смертности и ковида разница небольшая, всего в 4%. Такого фантастического скачка неизвестной болезни и смертности от нее, ну, наша, наверное, история человечества знала только с 1918 года, когда появился испанский грипп и унес практически 5% населения Земли. Такого скачка, вот именно смертности, не знал ни история за последние 100 лет. Почему тогда недооценивают эту угрозу?
Почему недооценивают? Недооценивает почему-то население, надеясь на вот то, что пронесет и легко переболеет. На самом деле ковид сам по себе уносит много жизней. И правильно сказали, что последствия ковида уносят много жизней. Вот. И, значит, в группе риска оказывают вот все больные, которые имеют фоновую патологию, особенно вот онкологические больные. Очень часто приходится сталкиваться именно с онкологическими больными, которые заболевают ковидом в силу того, что они должны обращаться в медицинские учреждения за помощью и так далее. И у них заболевание проходит особо тяжело. И это, конечно, все увеличивает показатели смертности. Поэтому ковид, он провоцирует, значит, неблагоприятное развитие других фоновых заболеваний. И это приводит действительно к повышению смертности, не только сам ковид, но и последствия ковида. Сейчас интересно просчитать, и пока тоже таких данных нет, смертность от ковида. А те, кого мы вылечили, какой процент инвалидности после перенесенного ковида? Вот опять-таки, понимаете, мы И пока как не сложится знаем, их жизнь в сколько целом, да? сердечно-сосудистой патологии развилось после перенесенного ковида, сколько неврологических заболеваний, даже если человек не погиб. Ведь меняется качество жизни человека, он становится неполноценным, он и становится инвалидом, у него, значит, ограничиваются какие-то жизненные возможности и функции. Мы потом влечем за собой социально-экономические последствия. Конечно, не самое главное остаться живым. Самое главное все-таки восстановить здоровье, чтобы вести полноценную жизнь. И это очень важный момент. Который был до ковида. До Еще ковида. ведь нельзя скидывать со счетов косвенные потери людей, которые не обратились за помощью в плановую хирургию, в ту же самую кардиологию, в онкологию, боясь заболеть ковидом в больнице или в обществе. Вот даже онкобольные, которые были на первой стадии заболевания, находясь в локдауне, в этом самоизоляции, они доводят себя до 4-й стадии, когда уже помочь нельзя. Вот эти потери кто считал? Пациенты, которые должны были получить операцию на сердце, там, шунтирование, замену клапана, не получившие помощь и умершие от недополучения помощи. Вот эти потери никто не учитывал, они, я думаю, что очень приличные. Это одна из составляющих смертности на самом деле, да, потому что очень госпитали, большинство госпиталей перепрофилировано под ковид, под моноинфекцию, а ведь есть больные, которые нуждаются и в плановой помощи, и несвоевременная плановая помощь тоже приводит к летальности преждевременной. Поэтому эти потери, они, наверное, долго будут еще анализироваться, и они многосоставляющие. Но то, что многие были перепрофилированы отделения под ковидный госпиталь и так далее, нас не ждет снова возврат? Ну, если такая тенденция будет, я, например, к ноябрю, к декабрю, учитывая такой прирост, резкий скачок вот за последнюю неделю, я не исключаю, что будут такие ужасные меры, как в прошлом году, когда на 5 месяцев вся страна отказалась от плановой помощи, терапевтической, хирургической, работала только онкология и акушерство, ну, потому что без этого уже никуда. И неотложная хирургия, неотложная терапия. А вся плановая помощь была на 5 месяцев закрыта. Если это произойдет, ну тогда показатели смертности вырастут в разы, конечно. И догонит 20-й год, да? Ну, 18-й, да, вот этот ужасный 18-й и 20-й год, когда умерло 55 миллионов человек из 1,5 миллиарда живущих на Земле. Это же огромная цифра. Смотрите, вот сейчас хочу процитировать все-таки процент из коммунарки, да, летальность у невакцинированных, он говорит, 4 раза выше. Сколько действительно привитых доходит до реанимации? Давайте объясним, почему так мало. Вот скорее с той позиции, что вакцины дают нам время, которое сейчас становится на вес золота. Я правильно понимаю? Вакцины вы имеете в виду в контексте того, что люди не доходят до реанимации? Да. В целом, любая вакцинация, массовое население, она дает некоторую передышку, как на фронте после тяжелого боя, чтобы можно было стратегу, полководцу осмотреться и одуматься. Вот мы, к сожалению, своим бездействием, ковид-диссидентством не даем нашему обществу вот этой передышки. Вирус мутирует, мы постепенно откатываемся по вакцинации назад, потому что новая мутация вируса требует новой вакцины, это общеизвестный факт, вы, наверное, знаете, конечно. Вот. Мы пока имеем ту генерацию вакцин, которая была от уханьского штамма, так? А сейчас уже сменилось, сколько их там, бразильский, британский, сейчас появился дельта, дельта плюс. И мы работаем с тем же штаммом, который был в первой волне, так называемой. И вот этой передышки, чтобы людям, человечеству, обществу отдышаться, осмотреться, придумать что-то новое, у нас уже ее нет. Потому что вот именно этим бездействием, этим порой агрессивной позиции к вакцинации, ну я бы сейчас назвал, наверное, такую, знаете, нехорошую вещь, такую фразу. Мы проигрываем информационную войну блогерам и тиктокерам,
К сожалению, много нечистоплотных врачей выступает на стороне этих тиктокеров и блогеров, и мы эту информационную войну потихоньку проигрываем. И у нас Теряем. уже нет. Теряем время, мы теряем темп, время, теряем теряем время. темп, да. И Да. теряем возможности для разработок, исследований и дальнейшего продвижения в борьбе с вирусом. Светлана, ну Правильно смотрите, 30% вакцинированных в течение года, из них уже 20% требуют, вот из этих 30 ревакцинаций, мы сейчас должны их уговаривать. А ревакцинация, То есть мы с нуля опять начинаем? конечно, мы возвращаемся опять туда, назад, на год. Что делать с остальными 70%, которые даже первую вакцину не получили? Ирина Эдуардовна. Огромный объем работы, на самом деле, так сказать, ложится на плечи медицинских работников. И если не будет понимания, просто система здравоохранения не может вот бороться вот как бы с этой ситуацией. Действительно, вот эта вакцинация, она действительно дает определенную передышку. Почему? Вакцины, даже которые сейчас есть, например, «Спутник Ви», доказано, что он в отношении дельта-штамма тоже эффективен, да? Поэтому вакцинация дает все-таки определенный защитный титр антител, определенные, значит, приоритеты в отношении борьбы с инфекцией по сравнению с невакцинированными. Поэтому сейчас массово, действительно, вот повторяю, какой процент населения должен быть привит? 80%, чтобы реально? существенно, реально. Другие страны же добились этого в США, 80%. Европа, большинство стран от 70 до 80%. Нам нужно достигнуть этих показателей. Только тогда мы сможем как-то переломить ситуацию. Ну а какой козырь для этого доставать? Обязательно вакцинация? Что? Пока на Как данный по-другому? момент Что? вакцинация, потому что если говорить... Нет, мы сейчас говорим, вы имеете вакцинация о у нас мерах, действует с марта месяца массовая. Вы и так далее, имеете и так далее. в виду, какие меры нужны? Обязательно А, какие вакцинация? меры? Какой козырь, да. Ну, Чем убеждать? Если Чем так уж вы убеждать? позволите, точку зрения Да. личную, как бы я ее не навязываю никем, ни присутствующим здесь, и кто вы за экранами телевизоров. У нас есть две крайности на сегодняшний день. Первое — призыв к обязательной вакцинации, но это, в принципе, из времен тоталитаризма, мы уже помним, к чему принудил, как к социальному бунту может привести, к тому же время упущено к таким вот принудительным мерам, и не стоит их делать. Действительно, если, допустим, нам говорит первое лицо страны, что у нас добровольно свобода выбора, мы не имеем права людей обязывать к вакцинации. Вторая крайность, которую я слышу все больше и больше, к сожалению, среди раздраженных медиков — отпустить ситуацию, и вот кто хочет, тот останется жив. Кто уйдет, тот уйдет. Да, но это уже, знаете, попахивает таким фашистующим дарвинизмом, да, естественный искусственный отбор. Все, мы тоже на это пойти не можем, потому что это будет, значит, тоже социальный взрыв. Но есть все-таки золотая середина, вот, по которой пошли Соединенные Штаты Америки, Европа. Во-первых, должна быть на всех государственных каналах четкая, объективная, шокирующая информация о тех потерях, которые вот сейчас представили на графике, в том числе и косвенные потери. Что ждет наше общество, когда наступит экономический крах в борьбе с этой инфекцией? Огромные ресурсы здравоохранения положены на эту борьбу. Они уже уходят в никуда. И вот когда пройдет вот это первое шоковое состояние, авторитетные люди, создатели вакцин, профессора, академики на всех государственных каналах терпеливо должны разъяснять людям честную статистику, объективную, что такое вакцина, как производится, какой ее эффект, какие побочные эффекты. Отменять надо торговые войны между странами, потому что Запад говорит, что наша вакцина плохая. Мы говорим, что их вакцина. Да они все практически, особенно векторные, одинаковые, и нет разницы. Включить политику. Выключить политику, да, именно экономическую вот эту торговую войну, выключить между государствами, дать свободу выбора Спутником, Джонсоном, Пфайзером прививаться. И далее смотреть уже просто результат в обществе. Если вот такая пропаганда официальная, тактичная, мягкая работает, значит, мы идем в правильном направлении, если повышается процент вакцинированных. Другое дело, если эти меры оказываются безрезультатными, ну тогда остается крайняя мера, опять-таки, непринудительная вакцинация, а постепенное, что ли, сворачивание госпиталей, постепенное выдавливание в амбулаторную сеть тех, кто легко болеет. Но это опять-таки ждет вас большие проблемы, поликлиники, и у вас будут очереди по километру. Но мне кажется, этот путь единственно правильный на сегодняшний день, именно что вот надо объяснять людям
Но им же тиктокеры объясняют, Но блогеры. Он Знаете, долгий вот вообще. я вот хочу сказать, реально он долгий, Реальный? да, он реальный, Реальный. но он долгий. Мы долго будем идти по этому пути. Общество вообще, я считаю, да, ну нельзя, конечно, тоталитарные меры применять, но нужно выбрать золотую середину. Общество имеет право себя защищать. Ведь мы должны себя защищать, по сути дела, да, а Европа ведь пошла таким путем. То есть есть какие-то ограничения, если человек не привит, то он не может пойти туда, туда, туда и туда. И он решает, как ему жить, вплоть до того, что его могут не принять на работу и так далее. Это право выбора. Не хочешь, не вакцинируйся. Но тогда не подвергай риску остальных окружающих и общества. Понимаете? Тогда на тебя ограничения. И ты принимаешь как бы правила игры. Ведь вот на самом деле, ведь медицинские работники мы все принимаем. Вот нас не спрашивают, хотим мы или нет. Мы работаем в здравоохранении, мы обязаны привиться. Мы все привились. Мы приняли эти правила игры. Не хочешь, уходи из здравоохранения. Поэтому, в принципе, наверное, вот нужно как-то идти по такому пути. Только таким образом общество себя защитит. Мы ведь видим из средств массовой информации, что там в западных странах иногда там в кафе не пускают, в кинотеатры не пускают, в общественный транспорт не пускают, и человек вынужден переосмыслить вот эту И ситуацию. никто не Какие считает у нас- это И дискриминацией. это не считается Да. дискриминацией, это подход, это защита общества. Общество имеет право себя защищать. Так если вспомнить СССР, вы помните же календарь прививок для детей? Никто же не спорил, если ребенок не сделал АКДС, его не брали в садик или в школу. Конечно. И никто даже Это не было возмущался. нормой. Это было было нормой, нормой. конечно. И это норма, Да, это да, на которая государственном должна быть уровне, вот так. законодательном было. Но тогда же все объясняли. Действие вакцин, побочные эффекты. Государство брало на себя ответственность за эту вакцинацию полностью. Сейчас получается двойственность такая. С одной стороны вроде надо, с другой стороны свобода выбора. И плюс еще вот эти интернет-вбросы, когда просто невежество торжествует, диссидентство торжествует, агрессия против прививок торжествует. Ну, и с этим пока ничего не делается. Остается вызывать к сознательности. Это была, мне кажется, очень хорошая финальная точка. Я благодарю всех участников сегодняшнего проекта, сегодняшней программы, тех, кто был с нами в течение всего этого месяца. Все программы нашего проекта можно посмотреть на YouTube-канале ТНВ. Там есть ответы экспертов, ученых, медиков, чей опыт и знания уже давно признаны в профессиональном сообществе. Зайдите, посмотрите, найдите ответы на свои вопросы, если вы сомневаетесь. Я благодарю всю команду «Точки опоры», которая работала над этим проектом. Если нам удалось убедить хотя бы несколько человек за это время защитить себя и своих близких, я думаю, это уже хороший результат. Всего доброго, всем крепкого здоровья и гражданской сознательности.